Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Вопросы развития абхазо-российского экономического сотрудничества обсудили с представителями Минэкономразвития России в правительстве Абхазии. Ректором Абхазского госуниверситета сроком на 5 лет переизбран Алеко Гварамия. Российский журналист Елена Зубаркина провела для сотрудников абхазского телевидения и начинающих журналистов мастер-класс. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем по вопросам развития абхазо-российского экономического сотрудничества. Основное направление двустороннего взаимодействия в текущий период – это работа над программой формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства двух стран. Документ является логическим продолжением договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. При тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и другими уполномоченными организациями из 45 мероприятий программы выполнено 16. 7 находятся в стадии высокой степени готовности. Часть отработанных проектов законов уже направлена на рассмотрение в парламент Абхазии, в том числе один из важнейших документов – Таможенный кодекс. Участники встречи обсудили вопросы реализации двусторонних соглашений, уделили особое внимание софинансированию повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников и реализацию мероприятий по государственной поддержке инвестиционной деятельности в 2023 году за счет собственных средств государственного бюджета Абхазии. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган проинформировала о ходе выполнения обязательных условий для предоставления российской финансовой помощи в 2023 году, о запланированных шагах для оптимизации энергообеспечения республики, а также по вопросу возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией. По итогам обсуждения стороны подготовили согласованные предложения, которые лягут в основу решения межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству двух стран. Вопрос – это обеспечение достижений в 2023 году показателей госпрограммы выполнения обязательных условий для предоставления российской финансовой помощи на ее реализацию. Один из главных направлений при реализации программы является реализация программы формирования общего социально-экономического пространства. Как вы знаете, достаточно предметно мы совместно с Минэкономразвития и уполномоченными органами сторон ведем соответствующую работу. На сегодняшний день из 45 мероприятий реализовано 16, 7 из них, в том числе дополнительно 7 пунктов высокой степени готовности. Важно отметить, что достаточно большой объем проектов нормативно-правового регулирования было проработано за 2022 год. А большинство из них практически отработаны, и согласованы соответствующими уполномоченными органами абхазской и российской сторон. У нас одна из основных задач на сегодняшний день подписать документы, согласовать документы, которые нам позволят начать финансирование следующего года. Мы с вами заходим в новый инвестиционный цикл, тоже там задачи стоят большие. Ну и понятно, что и ограничения, и нагрузки, и вызовы тоже возрастают, и внешние, и наши совместные. Но я думаю, на то мы и стратегические партнеры, на то мы союзники для того, чтобы эти вызовы вместе принимать и эти вызовы вместе решать. Наша задача максимально эффективно использовать тот ресурс, который есть, а если нам удастся еще и дополнительные ресурсы изыскать, вы знаете мою позицию, да, что в первую очередь это наиболее эффективными могут и будут являться ресурсы частного капитала. Если нам удастся запустить в этом году основные наши якорные инвестиционные проекты в республике, то, мне кажется, это очень серьезно и благотворно повлияет на экономическую ситуацию. Ну, понятно, вот если помните, когда первый раз, в прошлом году, по-моему, да, второй был мой визит, и мы, когда обсуждали там тему, в том числе с аэропортом, да, на тот момент он оказался немножко такой, больше так, поговорить, помечтать, да. А на сегодняшний день, как я понимаю, совместными усилиями мы уже практически сверстываем проект.
Россия выступает за продолжение женевских дискуссий по устоявшейся повестке дня с акцентом на обеспечение прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в телефонном разговоре с сопредседателем международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тайву Клара. Разговор состоялся по инициативе сторон ЕС, сообщается на сайте МИД России. Российская сторона вновь заострила внимание на контрпродуктивности неоднократных и немотивированных отмен регулярных раундов международных женевских дискуссий. Такая практика способна привести к фактическому блокированию работы этого важного переговорного механизма, что чревато ущербом для региональной безопасности, подчеркнул Михаил Галузин. Ректором Абхазского государственного университета сроком на 5 лет вновь избран доктор физико-математических наук, профессор-академик Анна Аман Раен Олег Угварамия. Члены расширенного ученого совета единогласно проголосовали за избрание Олега Алексеевича. В мероприятии приняли участие вице-президент Бадра Гунба и руководитель администрации президента Джансух Нанба. Подробности в репортаже Али Китрапш. Профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной академии наук, кавалер ордена Ахтзапша первой степени Олег Угварамия в начале заседания ученого совета подвел итоги работы университета за последние 5 лет. Ректор АГУ отметил необходимость принятия закона об Абхазском государственном университете как о национальном высшем учебном заведении и о принятии государственной целевой программы развития университета. Мы считаем важнейшей задачей развития и расширения сигнатуры Национального университета. Рассчитываем на более целенаправленную поддержку государства, понимая и принимая за аксиому цель, емко определяемую одной фразой. Образование должно стать национальной идеей. Я верю в свой коллектив, готов, если поручите, ему слушайте дальше. Спасибо. Сегодня перед университетом большие перспективы. Он активно развивается, внедряет инновационные образовательные программы, реализует научно-исследовательские проекты, в том числе совместно с ведущими российскими научно-образовательными центрами. За истекший период в жизни АГУ произошли значимые изменения. Была продолжена работа по оптимизации организационной структуры университета. Создан Центр лингвистики и информационных технологий, Центр абхазо-адыгской филологии имени Анкваб, типография, пресс-служба и редакция газеты университета реорганизованы в отдел информации и медиакоммуникации, что позволило более широко и своевременно реагировать на события университетской жизни. За минувшие годы отделение искусств АГУ преобразовано в факультет с 2 кафедрами, создан юридический отдел университета и многое другое. Также выступили члены расширенного ученого совета. Они единогласно высказались за переизбрание ректором АГУ Олега Угварамия. Олег Алексеевич всегда отстаивает интересы нашего университета. Он прошел сложный путь вместе с развитием этого университета. Это нужно иметь столько сил, мудрости, храбрости, чтобы пройти такой этап в жизни. Олег Алексеевич, мы вас благодарим за то, что вы на сей раз согласились еще раз дальше руководить нашим вузом. И дай Бог вам здоровья, сил, терпения, здоровья, чтобы наш университет достиг еще больших результатов. Олег Угварамия возглавляет АГУ более 30 лет. Вице-президент Бадра Гунба подчеркнул, что невозможно переоценить роль Олега Алексеевича в становлении, сохранении и развитии заданного образовательного курса, его принципиальность и последовательность в отстаивании интересов вуза, высшего образования и науки в целом. Иара ихьыӡ Аԥсны аҩныҵҟа анҭыҵгьы ибзиаӡаны ирдыруеит. Убри иабзоураны иахьа ҳҳәынҭқарратә ҳмилаҭтә университет хымԥада аҳаракра даара алҵшәа бзиа аанарԥшоит. Олег Алексеи-иԥа егьи ҳҳәаргьы шәара шәлагала ахә ҳзышьаӡом. Сара иазгәасҭар сҭахуп аҳәынҭқарра аганахьала Аслан Гьаргь-иԥа шәара шәганахьала имоу агәыӷрақәа ҳҳәынҭқарра аус аизырҳараҿы уи хымԥада иазгәасҭоит. Олег Угварамия – автор около 100 научных статей, монографий, учебных пособий. Его труды выходили в СССР, США, Германии, Сингапуре, Венгрии, Югославии, Чехии, Польше, Болгарии. Али Китрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Современные медиатренды, тонкости и подводные камни профессии, ключевые для журналиста навыки. Российский журналист Елена Зубаркина провела для сотрудников абхазского телевидения и начинающих журналистов мастер-класс. Елена Зубаркина – ведущая на радио «Книга», автор учебников и статей, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации Московского педагогического государственного университета. Ее приезд связан с открывшейся аспирантурой факультета журналистики АГУ. Как прошел мастер-класс и что нового и полезного узнали его участники в репортаже Эсма Гуланзе. Почти 2 часа общения, обмен опытом и эмоциями. Российский журналист Елена Зубаркина провела мастер-класс на ГТРК. Современные медиатренды, тонкости и подводные камни профессии. Ключевые для журналиста навыки, новые, неизведанные для нас форматы. Все то, что приоткрывает завесу тайны. А как оно там, в сфере журналистики, за пределами Абхазии? У нас сейчас канал 360, один такой единственный, поставил эксперимент. Что они стали делать? Они отказались от ведущих новостей вообще. И у них все тексты начитывают, кроме программ, естественно, а вот сами новости, все тексты начитывают райтеры. То есть человек пишет. Нет, редакторы. Да. А в кадре просто видеоряд с синхронами. Несмотря на новые подходы и методы современной журналистики, ее основополагающие принципы не должны меняться. В идеальном мире журналистики, и вообще каждый день мне бы хотелось говорить про этику, естественно. И если мы говорим про этику, значит, не все так плохо. Вот, потому что мне кажется, что сейчас просто очень сложное время, и сложное политическое время, когда про этику нужно трубить изо всех, чтобы о ней нужно кричать об этой этике. Но мне кажется, что мы ее забыли. Есть какие-то положения, в которых прописано, что мы не должны учить ненавидеть, да, что мы должны защищать детей от вредного контента, что мы не должны вырывать из контекста, что между фактом и комментарием есть разница. Но сегодня другие реалии. За плечами Елены Зубаркиной опыт работы на ведущих российских радиостанциях и телеканалах НТВ, Москва-24, Сити ФМ. Сегодня Елена ведущая на радио «Книга», автор учебников и статей, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации МПГУ. Ее приезд в Абхазию связан с открывшейся аспирантурой факультета журналистики АГУ. Елена уже успела встретиться с аспирантами и выступить с лекцией для студентов университета. В этом году к нам поступили 3. Это ваши коллеги, наши выпускники. В числе Анны Гуня, Адгур Гунба и Ванда Хагуш. Когда они поступили, и мы не имеем такого опыта, чтобы воспитывать аспирантов, да, впервые мы открыли, и мы тоже учимся. Учиться никогда не поздно, мы все время учимся. Это правда для меня честь, что я сюда приехала, и что у нас налаживаются такие контакты, и что здесь очень теплый прием. Я теперь думаю, можем ли мы оказать столь же радушный и теплый прием, правда, потому что этот прием, это же не только как-то в одном месте, да, локализован, но в целом, когда где бы ты ни находился, куда бы ты ни пришел, тебе все время рады, и тебе все готовы помочь. Это удивительно, я сейчас это постигаю, этот национальный менталитет. Участие в мастер-классе приняли не только сотрудники АГТРК, но и начинающие журналисты, для которых особенно важно получить обратную связь от профессионала. Встреча прошла в дружеской и теплой атмосфере. Расходиться не хотелось никому, однако работа журналиста не ждет. Для нас, как для начинающих журналистов, очень важно осознавать всю серьезность и весь масштаб работы, к которой мы стремимся. И для себя я сделала очень много заметок, как, например, язык СМИ, который мы только-только изучаем, определенные подводки, как должны быть, или как должен состоять сюжет, как его нужно правильно собирать, сколько времени нужно уделять определенному кадру или определенному лайфу. То есть ты не передумала после этой встречи становиться журналистом? Нет, ни в коем случае. Еще больше появилась заинтересованность в данной профессии, появился стимул двигаться вперед. Что часто мы встречаем очень агрессивную журналистику, когда ты смотришь репортажи каких-то некоторых журналистов из других стран, часто ты получаешь негативные эмоции, а от нашего спикера шли очень положительные эмоции, то есть в ней
она не только настоящий профессионал и настоящий журналист, но она очень хороший, светлый человек. В свою очередь Елена Зубаркина отметила, что для нее очень важен обмен опытом с абхазскими коллегами. В эту пятницу в АГУ состоится очередная встреча журналиста со студентами. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Торгово-промышленная палата и арбитражный суд республики подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны в рамках своих полномочий и компетенций будут осуществлять сотрудничество по основным направлениям. К примеру, обмен информацией о предприятиях, судебной практике, представляющей взаимный интерес, обеспечение защиты законных прав и интересов организации и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, подготовка и повышение квалификации привлекаемых экспертов для разрешения экономических споров хозяйствующих субъектов. Также стороны обязуются привлекать представителей ТПП к участию в судебных разбирательствах в качестве специалистов и экспертов в установленном законом порядке. Сегодняшнее мероприятие, связанное с подписанием соглашения о сотрудничестве между нашими организациями, в полной степени соответствует основной цели работы палаты в интересах бизнеса нашей страны. Я уверена в полной и в высокой степени доверия предпринимательского сообщества к арбитражному суду, потому что вы по праву считаетесь важным государственным судом в республике, разрешающий споры в первой инстанции в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. И соглашение, которое мы с вами сегодня подпишем, оно будет регламентировать, на наш взгляд, не только взаимодействие между сторонами, но в первую очередь позволит нам формировать развитую инфраструктуру обслуживания предпринимательства, необходимость согласования действий государственных и предпринимательских структур в развитии экономики. Уверена, что и само соглашение будет обеспечивать защиту законных прав и интересов предприятий, организаций, граждан, которые занимаются предпринимательской и экономической деятельностью, в частности, в сфере малого и среднего бизнеса. У нас есть точка соприкосновения с торгово-промышленной палатой, потому что задача арбитражного суда и в законе о судебной власти это сказано, и в нашем арбитражно-процессуальном кодексе – это защита законных прав и свобод предпринимательства. И вот в этом мы с вами пересекаемся. И это соглашение, оно послужит этой цели в первую очередь. И вот то, о чем вы говорили, о привлечении специалистов, экспертов, это очень нужное дело. Арбитражный суд при рассмотрении конкретных дел очень часто сталкивается с нехваткой специалистов на территории Абхазии и с нехваткой отдельных видов экспертиз, которые у нас на территории Абхазии не производятся. В прошлом году в Сухуми было проведено строительных работ на 170 миллионов рублей. На очередном заседании Сухумского городского собрания депутаты заслушали отчет о проделанной за минувший год работе муниципального управления «Горстройпроект». Подробности в репортаже Рады Чачава. Восстановление детских площадок, асфальтирование дорог и многое другое. Директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Астамур Пипя рассказал, что общестроительные работы, проведенные в городе в 2022 году, всего около 150 объектов, обошлись 93 миллиона 31 тысячу рублей. Была проведена реконструкция детских площадок в количестве 18 объектов на общую сумму 2 миллиона 689 тысяч 715 рублей. По управлению здравоохранения были проведены ремонтно-восстановительные работы на 2 объектах. Самый важный объект в то время была инфекционная больница. Было 3 сметы по инфекционной больнице. И также была смета по 2-й больнице по восстановлению аптеки. На ремонт школьных и дошкольных учреждений города всего 9 объектов было потрачено 6 миллионов 723 тысячи рублей. По распоряжению президента были выполнены работы по восстановлению кровель и также детского сада, замена окон детского сада АПРА. Общая сумма
56 миллионов 497 тысяч 320 рублей. Объектов было 229 объектов было отремонтировано за прошлый год. Суммарно общая стоимость работ 169 миллионов 806 тысяч 719 рублей. Также был выполнен ремонт кровель на 23 объектах города на сумму 8 миллионов 279 тысяч рублей. Депутаты поинтересовались, возможно ли предоставлять им ежемесячные отчеты о проведенных работах. По словам Астамура Пипия, этот вопрос необходимо согласовать с руководством администрации. Говорили и о планах на проведение ремонтных работ в преддверии 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Работы уже ведутся. Ведутся работы по улице, вот как вы сказали, Сахарова, она уже переименована на улицу Аршба, угол. Там нет не ливневка, там именно благоустройство тротуарной части и дворовой части улица Агрба 47, от 47-го дома до 55-го, по-моему. Благоустройство фуникулера, благоустройство сзади вот ГУМы, стена. По новому району планируется, уже запланировано было в прошлом году. И также в этом году планируется реконструкция улицы 30 сентября. То есть это водопровод, ливневка и асфальтирование с парком имени Дзыба. Отчет Астамура Пипия был принят депутатами Сухумского городского собрания единогласно. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В рамках проекта «Абхазский берег» в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Жилинского состоится выставка графических работ абхазских художниц Апщи Хагба и Дианы Хиндба «Аллюзия античности». Об этом сообщает Апсны пресс со ссылкой на организатора проекта Альбину Ярулину. Коллекция картин «Аллюзия античности», в основе которых лежит античная монета, была специально создана для Музея Национального банка Абхазии. Выставка пройдет в среду, 1 марта. В Санкт-Петербурге издан второй том краткой абхазской энциклопедии, подготовленный научно-исследовательским центром Абхазии. Главный редактор издания – кандидат филологических наук Василий Авицба. Книга содержит более 3000 понятий биографических, географических, исторических, этнографических, археологических данных об Абхазии. Тираж издания – 2000 экземпляров. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 23 февраля, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня временами дождь разной интенсивности, в горах снег. Температура воздуха ночью +1,6, днем +3, +8. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.